You've applied the pressure to have me crystallized, and you got the faith. Дорога моя проходит через парк. Ну как парк? Кладбище? Ну а что? Свежий воздух, никто не мешает. Paralyzed. Do I have to keep up this pace to keep you satisfied? Что вы знаете о развлечениях? Гулять по кладбищам. Слушайте, тут захоронение 2012 года. Это вообще даже и не старое кладбище, и не заброшенное. The sounds echoes. Does it lessen your affection? No. Attention. Срочное включение. Во-первых, где-то пожар или кто-то умирает, кто рожает, не знаю. Короче, срочное включение. Вы знали, что Лена с древнееврейского переводится как неудачница, лузер, я не знаю, что-то еще. Короче, я приехала в Мальмё ради одного музея современного искусства, и, естественно, он сегодня закрыт. У меня был запасной план, потому что здесь есть какой-то музей самой отвратительно невкусной еды. И, естественно, у него сегодня тоже выходной. А еще у меня поднялась температура, и мой нос умирает от насморка. Так что я не знаю, что буду делать. Вообще никаких планов. Еще мне 4 часа ждать заселения. Но Лена из будущего, надеюсь, раздуплилась и расскажет вам что-то крутое. Many months later. Да уж, Елена, подводишь ты меня. Ладно, посмотрим, чем тебе можно помочь. Мальмё – это город на юге Швеции, столица Лена Сконе и центр исторической области Скания. Расположен на берегу пролива Эресунд, который соединяет Северное и Балтийское моря. Мальмё – третий по величине город Швеции со славным ганзейским прошлым, крупный порт и важный культурный центр страны с самой космополитичной атмосферой. Невероятно интересная информация, верно? Из более прикольных фактов, здесь родился Златан Ибрагимович, тот самый татуированный мальчик, который бегает с 10 еще такими же, или уже не бегает, я не очень слежу за футболом, извините. В этом городе также находится знаменитый монумент «Скрученный пистолет». Правда, по-моему, что-то не работает, потому что, насколько я знаю, войны идут, а промышленное производство оружия наращивается. Ну да ладно, скульптору было не до этого, видимо. Дальше Эресундский мост. Это знаменитый мост, который соединяет Швецию и Данию, то есть Мальмё и Копенгаген. Это венец инженерной мысли. Он проходит через залив, и специально для него даже сделали остров. Дальше. В этом городе находится Турнингторсе. Это небоскреб, немного закрученный, как будто бы, и он даже какое-то время был самым высоким закрученным небоскребом в мире, но потом Арабские Эмираты выиграли, как известно. У них все самое высокое и самое большое, так что было бы глупо надеяться, что будет в каком-то там Мальмё самый высокий небоскреб. Дальше в этом городе находится знаменитый музей современного искусства. Как знаменитый. Просто я туда не попала, поэтому для меня он уже где-то там на небесах. Так вот, он расположен в помещении бывшей электростанции, и отделение машинного зала даже не переделывались для того, чтобы там поставить картины и все такое. Так что это интересное дизайнерское решение, надо будет туда обязательно вернуться. Также в этом городе расположены купальни Риберсборг. С первого раза получилось. Это купальни, сауны, бани в Эресундском заливе, посреди Эресуна. Им уже более 100 лет, и если вдруг вы туда захотите пойти, но у вас нет с собой плавок или купальника, вот вы забыли, то не переживайте, потому что здесь с почестями приветствуют нудистов. Ладно, давайте вернемся и посмотрим, что же я там все-таки наснимала. Потому что, по-моему, в перерывах между горячкой и прогулками по кладбищу я все-таки нашла здание очень сильно похожее на Минское КГБ. Еще я нашла настоящую ветряную мельницу, ров вокруг старинного замка. Еще зашла в магазин утвари и нашла самых нестереотипных кукол. Don't we look good together?
There's a reason why they watch all night long. And yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I'm walking with you, watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. And blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut that all down on sight. That's right. Короче, не хватало мне приключений. Получаю я письмо от хозяина квартиры, которую я сняла. Я говорю, где искать ключи? Он такой, ну, поищи их в песке, в песочнице. Где? О, я как будто закладку ищу. Ну что, закладку нашла? Все, класс. Ты подъезжайте. Я не верю своему счастью, вошла. Здесь он пытался скрыть не тем ключом. Только я не понимаю, это странно. Получается, один и тот же ключ открывает и входную дверь, и дверь внизу. К вам могут забраться соседи. Watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. And blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut that all down on... Господа, товарищи, что вокруг меня? Это балкон. То, что нет света верхнего. Это все ерунда. Но какая ванная? Вы сейчас умрете. Итак, мы как будто бы заходим в туалет. Да, все думаем, где же ванна, где же ванна. Берем, просто открываем. И ванна превращается. Уху. Божественно, по-моему, это решение идеально. Не знаете, как обустроить квартиру, у вас мало места? Да что вы знаете о том, что такое мало места? У вас туалет и душ в 1 квадратном метре. Просто божественно. Здрасте, здрасте. Вы думаете, я просто зашла в туалет? Нет, вот это прекрасное зеркало берет. Хоп-хоп-хоп. И превращается. Вот теперь вот здесь туалет, а вот здесь душ. И вот, дверь нужно закрыть. Получается, душ у меня размером сколько? Ну, метр, допустим, и туалет метр. Вот. Здрасте. Вы знали, что Лена звонит... Здрасте. Вы знали, что Лена звонит... Здрасте. Вы знали, что Лена звонит... Быстрее. Того музея современной...